Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Сегодня мы с вами продолжаем изучать раздел «Мир труда». Урок номер 28-29. Тема сегодняшнего урока «Труд человека кормит». Сегодня на уроке вы будете составлять на основе художественного текста тонкие и толстые вопросы. Научитесь различать составные глагольные сказуемые и определять, чем они выражены. Как вы понимаете пословицу «Труд человека кормит, а лень портит»? С какими пословицами из родного языка она перекликается? Значение этой пословицы: если человек будет трудиться и работать, то он добьется своих целей, будет обеспечен. Если не будет трудиться, то ничего не добьется, ничего у него не может быть. А на казахском языке есть такие пословицы о труде. Ерінбей еңбек етсең, ерінің асқа тиеді. Ерініп ілбіп кетсең, иегің тасқа тиеді. Екінші мақал. Еңбек етсең емерсің, ерінбесең жеңерсің. Упражнение номер 1. Послушайте рассказ Ушинского. Как вы думаете, какое отношение имеет этот рассказ к теме урока? Два плуга. Из одного и того же куска железа в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел как серебро и был еще лучше, чем в то время, как он только вышел из мастерской. Плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. «Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь?» – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. «От труда, мой милый», – отвечал тот. «А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая». В этом рассказе говорится о пользе труда. Упражнение номер 2. Ответьте на толстые вопросы. Первый вопрос. Почему плуг, который попал к земледельцу, блестел как серебро? Потому что плуг все время был в движении, все время работал. Второй вопрос. Почему плуг, который пролежал без дела, заржавел? Потому что он лежал без дела. Третий вопрос. Как вы считаете, в чем смысл рассказа? Смысл в том, что нужно уметь трудиться и любить труд, и тогда ты будешь успешным, и все будет получаться. Упражнение номер 3. Сравните глагольные сказуемые в данных предложениях. Чем они различаются? Плуг блестел как серебро. В этом предложении сказуемое «блестел» выражено одним глаголом. Плуг стал блестеть. В этом предложении сказуемое «стал блестеть» выражено двумя глаголами. Плуг потемнел. В этом предложении сказуемое «потемнел» выражено одним глаголом. Плуг начал темнеть. В этом предложении сказуемое «начал темнеть» выражено двумя глаголами. Составное глагольное сказуемое состоит из основной и вспомогательной частей. Она стала петь, она хочет петь, она любит петь. Основное лексическое значение составного глагольного сказуемого заключается в инфинитиве «петь». Вспомогательная часть выражает грамматические значения наклонений и дополнительные лексические значения. Первое – начало, продолжение и конец действия. Начал читать, стал учиться, продолжал играть, перестал заниматься и другие. Второе – желательность, возможность, необходимость действия. Например, хотел помочь, мог ошибиться, перестала плакать и другие. Вспомогательная часть составного глагольного сказуемого может включать краткие прилагательные «должен», «рад», «готов» и другие. Упражнение номер 4.
Какой вид сказуемого встретился почти во всех предложениях? В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? Природа дает нам пищу, одежду, жилище. В этом предложении сказуемое дает выражено глаголом. Из земли мы добываем ископаемые, на полях выращиваем урожай. Сказуемое в этом предложении добываем, выращиваем выражено глаголом. Природа украшает нашу жизнь. Украшает сказуемое выражено глаголом. Она несет нам много радостей. В этом предложении сказуемое несет выражено глаголом. Мы с другом любим ездить в ближайший лес за грибами. В этом предложении любим ездить – это составное глагольное сказуемое. Упражнение номер 5. Изучите таблицу. Какая часть составного глагольного сказуемого, вспомогательная или основная, изменяется по лицам и числам? Я хочу рисовать. Ты хочешь рисовать. Он хочет рисовать. Мы хотим рисовать. Вы хотите рисовать. Они хотят рисовать. По лицам и числам изменяется вспомогательная часть составного глагольного сказуемого. Упражнение номер 6. Сравните данные группы предложений. Чем они отличаются? Определите вид сказуемых. Первое предложение. Дом строят каменщики. Что делают? Строят – это простое глагольное сказуемое. Дом будут строить каменщики. Будут строить – это простое глагольное сказуемое. Дом продолжают строить каменщики. Продолжают строить – это составное глагольное сказуемое. Второе предложение. Сирень начинает отцветать. Начинает отцветать – это составное глагольное сказуемое. Сирень скоро будет отцветать. Будет отцветать – это простое глагольное сказуемое. Третье предложение. Ребята купаются в реке. Ребята что делают? Купаются – это простое глагольное сказуемое. Ребята будут купаться в реке. Будут купаться – это простое глагольное сказуемое. Ребята стали купаться ежедневно. Стали купаться – это составное глагольное сказуемое. Упражнение номер 7. Прочитайте. Найдите сказуемые, выраженные одним и двумя словами. Какие глаголы в сказуемых, выраженных двумя словами, обозначают начало, конец, продолжительность действия, его желательность, возможность? Первое предложение. Во всех обрядах с играми народ видел своих джигитов смелыми, сильными и ловкими. Во всех обрядах с играми народ хотел видеть своих джигитов смелыми, сильными и ловкими. Сказуемое в первом предложении «видел», во втором «хотел видеть». Второе предложение. В любое время отец ходит на работу пешком. В любое время отец любит ходить на работу пешком. В первом предложении сказуемое «ходит», а во втором «любит ходить». Третье предложение. Я схожу вместе с ним. Я должен сходить вместе с ним. В первом предложении сказуемое «схожу», во втором предложении сказуемое «должен сходить». Упражнение номер 8. Опираясь на схему, составьте несколько распространенных предложений, используя слова, данные в рамках, в качестве вспомогательного глагола. Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола плюс неопределенная форма глагола. Например, первое предложение. Я начала заниматься гимнастикой. Составное глагольное сказуемое начало заниматься. Состоит из вспомогательного глагола «начало» плюс неопределенная форма глагола «заниматься». Второе предложение. Я продолжаю ходить на плавание. Составное глагольное сказуемое «продолжаю ходить» состоит из вспомогательного глагола «продолжаю» плюс неопределенная форма глагола «ходить». Третье предложение.
Я перестала заниматься спортом. Составное глагольное сказуемое перестала заниматься состоит из вспомогательного глагола перестала плюс неопределенная форма глагола заниматься. Упражнение номер 9. Спешите, укажите сказуемые, определите, чем они выражены, в чем они согласуются с подлежащим. Первое предложение. Я давно собирался навестить тебя, да боялся потревожить. В этом предложении сказуемое собирался навестить, боялся потревожить. Второе предложение. Дед стар, однако продолжает служить сторожем. В этом предложении сказуемое продолжает служить. Третье предложение. Человек может изменить свою жизнь. В этом предложении сказуемое может изменить. Четвертое предложение. Отдыхающие принялись выполнять утреннюю гимнастику. В этом предложении сказуемое принялись выполнять. Упражнение номер 10. Прочитайте предложение. Сгруппируйте предложения в зависимости от слов, которые использованы в составном глагольном сказуемом. В первую группу включите предложения со сказуемыми, в которых роль вспомогательного глагола выполняет краткое прилагательное. Во вторую группу предложения со сказуемыми, в составе которых есть вспомогательный глагол. Ученый готов годами искать истину. Звезды этой нескончаемой ночи начали блекнуть, исчезать. От горячих лучей солнца стал плавиться снег. Всякое учение должно начинаться с любви к изучаемому предмету. Однажды, встретившись, мы не можем расстаться с произведениями искусства до конца жизни. К первой группе относятся сказуемые. В первом предложении «готов искать», в четвертом предложении «должно начинаться». Ко второй группе относятся сказуемые во втором предложении «начали блекнуть», в третьем предложении «стал плавиться», в пятом предложении «не можем расстаться». Упражнение номер 11. Спешите. В данных составных глагольных сказуемых укажите вспомогательный глагол. Составьте с любыми двумя сказуемыми различные по цели высказывания предложения. Начинает учиться, начнут заниматься, стала читать, кончил работать, продолжает разговаривать, пожелал остаться, могли бы помочь, хотел бы участвовать. Вспомогательные глаголы начинает, начнут, стало, кончил, продолжает, пожелал, могли, хотел. Теперь прочитаем составленное предложение. Первое предложение. Я хотела бы участвовать в конкурсе красоты. Сказуемое хотела бы участвовать. Второе предложение. С понедельника они начнут заниматься футболом. В этом предложении сказуемые начнут заниматься. Упражнение номер 12. Прочитайте и сравните предложения со связкой «быть» в разных формах и без нее. Укажите сказуемые. Я был рад их видеть. Я буду рад их видеть. Я был бы рад их видеть. Я рад их видеть. Сказуемые был рад, буду рад, был бы рад, рад видеть. Упражнение номер 13. Прочитайте. Спешите, заменяя вспомогательный глагол в составных глагольных сказуемых краткими прилагательными «готов», «намерен», «обязан». Первое предложение. Мы намеревались участвовать в спортивных соревнованиях. В этом предложении в слове «намеревались» пропущена буква «а». В слове «участвовать» пропущены буквы «ст». В этом предложении вспомогательный глагол заменяем кратким прилагательным «намерен». Мы были намерены участвовать в спортивных соревнованиях. Второе предложение. Туристы обязались точно выполнять все распоряжения организаторов. В этом предложении вспомогательный глагол заменяем кратким прилагательным «обязан». Туристы обязаны точно выполнять все распоряжения организаторов.
Третье предложение. Музыканты готовятся участвовать в праздничном концерте. В этом предложении в слове «участвовать» пропущены буквы «ст». В слове «праздничном» пропущена буква «д». Вспомогательный глагол заменяем кратким прилагательным «готов». Музыканты готовы участвовать в праздничном концерте. Упражнение номер 14. Послушайте отрывок из рассказа Мади Аимбетова «Солнце на ладони». Составьте тонкие и толстые вопросы, используя простые и составные глагольные сказуемые. Бабушка Кулян принесла однажды узелок с зерном. Высыпала его в ручной жорнов, перемолола, получилась мука. Замесила быстро тесто, раскатала в лепешки с дырочками посередине, сунула в печь, и вот уже на смуглой бабушкиной ладони лежит горячая румяная лепешка. Нет, не лепешка, а солнце, так она теплом дышит. Золотистая, похожая на ласковое утреннее солнце лепешка, которую уплетал сейчас Сейтек, испечена из первого урожая, из самых первых зернышек большого хлебного поля. «Нет на свете ничего слаще простого хлеба», — говорит Бигдаул Ата, жмурясь от удовольствия. «Дедушка, почему слаще? Бабушка сахар в тесто не добавляла. Я сам видел», — удивился мальчик. «А сахар и не нужен. Не все сладко, что сладким подают. Это особый хлеб, благословенный, сынок. В нем не просто мука, соль да вода. Он замешан на тепле этого солнца». До самого вечера Сейтек чувствовал во рту вкус хлеба, рожденного солнцем и добрыми руками хлебороба. Прочитайте про себя казахские пословицы. Постарайтесь объяснить их смысл на русском языке. Бірінші мақал. Еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет. Екінші мақал. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады. Үшінші мақал. Еңбегің өнімді болса, көңілің сенімді болар. Төртінші мақал. Еңбек адамның екінші анасы. Бесінші мақал. Еңбек бейнет емес, зейнет. Алтыншы мақал. Еңбек еткен мұратқа жеткен. Жетінші мақал. Еңбек етпей елге өкпелеме, егін екпей жерге өкпелеме. Сегізінші мақал. Еңбекке бейім болсаң, қатарыңнан кейін болмайсың. Тоғызыншы мақал. Еңбекке жастан, өнерге бастан. Оныншы мақал. Еңбеккердің ұйқысы аз. Упражнение номер 15. Какое утверждение верное? Первое. Сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, называется составным глагольным сказуемым. Ответ неверный. Второе. Составным глагольным сказуемым называется такое сказуемое, которое состоит только из вспомогательного глагола. Ответ неверный. Третье. Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного слова и неопределенной формы глагола. Ответ верный. Четвертое. Основное лексическое значение составного глагольного сказуемого заключено во вспомогательном глаголе, а грамматическое в неопределенной форме. Ответ неверный. Пятое. В роли вспомогательных глаголов могут выступать сочетания некоторых кратких прилагательных и глагола «быть». Ответ верный. Шестое. В предложении «еще громче будут петь птицы» сказуемое является составным глагольным. Ответ неверный. «Будут петь» – это простое глагольное сказуемое, потому что это будущее сложное. Учимся самостоятельно. Первое задание. Составьте синквейн к слову сказуемое. Первая строка сказуемое, вторая строка простое глагольное, третья строка подчеркивается, отвечает, состоит. Четвертая строка сказуемое главный член предложения. Пятая строка
– это член предложения. Второе задание. Представьте лингвистическую информацию о составном глагольном сказуемом в виде схемы. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.